небо кроет, вихри снежные крутя, то, как зверь она завоет, то заплачет, как дитя. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, и русалка на ветвях сидит. 3 девицы под окном пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещенный мир приготовила б я пир. Кабы я была царица, — говорит ее сестрица, — то на весь бы мир одна наткала я полотна. Кабы я была царица, — третья молвила сестрица, — я б для батюшки царя родила богатыря». Отрывок из рассказа Александра Сергеевича Пушкина «Барышня-крестьянка». Заря сияла на востоке, и молодые ряды облаков, казались, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя. Ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняло сердце Лизы младенческой веселостью. Боясь какой-либо знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная почему. Но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет главную их прелесть. Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала, но можно ли с точностью определить, о чем думает 17-летняя барышня, одна в роще в 6 часу весеннего утра. И так она шла, задумавшись, по дороге, осененной с обеих сторон высокими деревьями, как вдруг прекрасная легавая залаяла на нее. Лиза испугалась и закричала. В то же время расстался голос, и молодой охотник показался из-за кустарника. «Небось, милая, — сказал он Лизе, — собака моя не кусается». Лиза уже успела оправиться от испугу и тотчас воспользовалась обстоятельствами. «Да нет, барин, — сказала она, притворяясь полуиспуганной, полузастенчивой. — Боюсь, вишь, она какая злая. Опять кинется». Алексей, между тем, пристально смотрел на молодую крестьянку. «Я провожу тебя, если ты боишься, — сказал он ей. — Ты позволишь идти подле себя?» «А кто тебе мешает? — отвечала Лиза. — Вольному воля и дорога мирская». «Откуда ты?» «Из Прилучина. Я дочь Василия кузнеца. Иду по грибы». Лиза несла кузовок на веревочке. «А ты, барин Тугиловский, что ли?» «Так точно, — отвечал Алексей. — Я камердинер молодого барина». Алексею хотелось уравнять их отношения, но Лиза поглядела на него и засмеялась. «А лжешь, — сказала она, — не на дуру напал. Вижу, что ты сам барин». «Почему же ты так думаешь?» «Да по всему. Однако же, да как же барина со слугой не распознать? И одет не так, и баишь иначе, и собаку-то кличешь не по-нашему». Лиза час от часу более нравилась Алексею. Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он хотел было обнять ее. Но Лиза отпрыгнула от него и приняла вдруг на себя такой строгий и холодный вид, что хотя это и рассмешило Алексея, но от дальнейших покушений его удержало. «Если вы хотите, чтобы мы вперед были приятелями, — сказала она с важностью, — то не извольте забываться». «Кто тебя научил этой премудрости?» — спросил Алексей, расхохотавшись. «Уж не Настенька ли, моя знакомая? Не девушка ли барышни вашей? Вот какими путями распространяется просвещение». Лиза почувствовала, что вышла было из своей роли, и тотчас поправилась. «А что ты думаешь? — сказала она. — Разве я на барском дворе не бываю? Наслышалась всего,
и нагляделась. Однако, продолжала она, болтая с тобой, грибов не наберешь. Иди-ка ты, барин, в сторону, а я в другую. Прощения просим. Лиза хотела удалиться, а Алексей удержал ее за руку. «Как тебя зовут, душа моя?» «Акулиной», — отвечала Лиза, стараясь освободить свои пальцы от руки Алексеевой. «Да пусти же, барин, мне и домой пора». Александр Сергеевич Пушкин. Отрывок из поэмы «Русран и Людмила». Рукомойя дуб зеленый, золотая цепь над убитом, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песень заводит, налево сказку говорит, там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит, там на неведомых дорожках следы невиданных зверей, избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дор видений порный, там озаепы хронотворны, а берег песчаный и пустой. И 30 видителей прекрасных чередой из вод выходят ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя, там в облаках перед народом, через леса, через моря, кордун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабой Егою идет-бредет сама с собою. Там царь Кощей над зратом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. И я там был, и мед я пил. У моря видел дуб зеленый, под ним сидел и кот ученый, своим мне сказки говорил. Александр Сергеевич Пушкин. Из поэм «Руслан и Людмила». У комора дуб зеленый, золотая цепь на дубе и том, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песни заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит, там на неведенных дорожках следы невиденных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и до видений полн, там озера прихлынут волны, на берег песчаный и пустой, и 30 видителей прекрасных чередой из вод выходит ясных. И с ними дядька их морской, там королевич мимоходом пленяет грозного царя, там в облаках перед народом, через леса, через моря, колдун несет богатыря. В темнице там царевна тужит, а бурый волк верно служит. Там ступа бабы Ягой идет-бредет сама собой. Там царь Кощей над златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. Я там был, мед я пил, у моря видел дуб зеленый, по с ним сидел кот ученый, своим мне сказку говорил. Александр Сергеевич Пушкин. Отрывок из романа Евгений Онегин «Письмо Татьяны Конегин». Я к вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать? Теперь я знаю, в вашей воле меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле, хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела, поверьте, моего стыда. Вы не узнали бы никогда, когда надежду я имела, хоть редко, хоть в неделю раз в деревне нашей видеть вас, чтоб только слышать ваши речи, вам слово молвить и потом все думать об одном, и день и ночь до новой встречи. Но говорят, вы нелюдим, в глуши, в деревне все вам скучно, а мы ничем мы не блестим, хоть вами рады простодушно. Зачем вы посетили нас в глуши забытого селения? Я никогда не знала вас, не знала б горького мучения, души неопытной волнения. Смирив со временем, по сердцу я нашла бы друга, была бы верная супруга и добродетельная мать. Семья Роженых из Авено-Бтантайского национального вуза приветствует вас в интернет-конкурсе «Читаем Пушкина в семье», посвященный жизни и творчеству великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина в рамках реализации проекта «Русско-якутский альманах». Александр Сергеевич Пушкин. Отрывок из сказки «Рыбаки и рыбки».
Жил старик со своей старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года. Старик ловил неводом рыбу, старуха пряла свою пряжу. Раз он закинул в море невод, пришел невод с одной тиной. Он в другой раз закинул невод, пришел невод с одной травою морскою. В третий раз закинул невод, пришел невод с одной рыбкой, с непростой рыбкой, а золотою. Как взмолится золотая рыбка, голосом молвит человечий: отпусти ты меня, старче, в море, да рукой за себя дам откуп. Откуплюсь, чем только пожелаешь. Удивился старик, испугался. Он рыбачил 30 лет и 3 года и не слышал, чтоб рыбка говорила. Отпустил он рыбку золотую и сказал ей ласковое слово: Бог с тобой, золотая рыбка, твоего мне откупа не надо. Ступай себе в синее море, гуляй там себе на просторе. Воротился старик ко старухе, рассказал ей великое чудо. Я сегодня поймал рыбку, золотую, непростую. По-нашему, говорила рыбка, дорогую ценой откупалась, чем только пожелаю. Не посмела я взять с нее выкупа. Так пустила в синее море. Старика старуха забранила: дурачина ты, простофиля, не умел ты взять выкупа с рыбки, хоть бы взяли с нее новое корыто. Наша-то совсем раскололась. Вот пошел он к синему морю. Видит, море слегка разыгралось. Стал он кликать золотую рыбку. Приплыла к нему золотая рыбка. И с поклоном старик отвечает: смилуйся, государственная рыбка, разбранила моя старуха, не дает старику мне покою. Надобно ее новое корыто. Наша-то совсем раскололась, отвечает золотая рыбка. Не печалься, ступай себе с Богом, будет новое вам корыто. Воротился старик ко старухе, у старухи новое корыто. Еще пуще старуха бранится: дурачина ты, простофиля, выпросил дурачина корыто. В корыте и много корысти. Воротись, дурачина ты, к рыбке, поклонись ее, выплещи и избу.